Здравствуйте! Меня зовут Зейналова Ильнара Фанилевна, и сегодня я представляю вам практическое музыкальное занятие в рамках проекта «Через создание семейных клубов к сохранению татарской культуры». Народная музыка – это отражение культуры народа, его обычаев и традиций. Знакомство с музыкой у ребенка начинается в раннем детстве, в семье, когда мама поет ему первые колыбельные песни, когда вся семья собирается и поет песни за круглым столом. Вместе с песней ребенок впитывает дух национальной культуры. В нем пробуждается любовь к своим родным, к окружающему миру. Поэтому планомерное изучение и исполнение красивых песен – это тоже путь к культурному развитию ребенка. А когда эти занятия проходят совместно с родителями и с участием других семей, это уже создает благоприятную эмоциональную среду и способствует поддержке положительного эмоционального настроя у всех участников. Мы надеемся, что сегодняшнее практическое занятие обязательно вам пригодится в изучении методического сборника. Данный методический материал предназначен для разучивания песен с детьми и взрослыми дома. В песнях представлены традиции татарской народной музыки, а именно повторность мелодических оборотов и текстов, так знакомая нам и любимая пентатоника. Это отсутствие полутонов, а значит абсолютно естественная для ребенка мелодическая линия, которая удобна для исполнения и запоминания. Если музыкальный материал покажется для вас сложным для воспроизведения, вы можете его просто послушать. Музыкальный материал, который я для вас подготовила, он упрощена фактура, чтобы не было никаких нагромождений музыкальной ткани. Мелодия дублируется, чтобы вы могли услышать, пропеть эту мелодию. Я рекомендую, прежде чем вы начнете знакомиться с песнями, познакомиться с текстом, прочитать его внимательно, перевести, если непонятны какие-то слова, послушать музыкальное сопровождение, послушать характер, определить со своим ребенком или со своими детьми, а потом уже совместить музыку и текст, попробовать спеть. Если у вас все будет получаться хорошо, то впоследствии дети уже без музыкального сопровождения смогут спеть эти произведения акапелла, и это будет новой ступенью развития ваших детей. Сейчас я вам предлагаю послушать фрагмент произведения, который называется «Жейря-жей». Автор мелодии Фарида Каримуллина, автор слов Роберт Миннуллин. Только через прослушивание этой музыки вам станет близка татарская культура, ее особенность мелодики. Простая мелодическая линия запоминается на слух. А сейчас я для вас исполню песню, которая называется «Икмяк кадыря». Так, ошиблась. Жейря-жей не ту включила. Это песенка о лете. Она нежная, приятная. Ее приятно просто послушать. А если вы ее выучите и споете, это будет еще интереснее. А сейчас я вам предлагаю
вместе со мной послушать и исполнить песню, которая называется «Икмяк Кадере». Автор мелодии Карам Илиуллин, автор слов Фаузия Рахимгулова. Ашығып қайтсам үйіме, барып ашығып қайтсам үйіме, икмәк пішті деп, икмәк пішті деп, икмәк пішті деп, сіңлім сүйіне, икмәк пішті деп, икмәк пішті деп, икмәк пішті деп, сіңлім сүйіне. Әни қайырып тілді бір тілім, әни қайырып тілді бір тілім, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, йотмадым тілім, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, йотмадым тілім. Тамағым тойғаш, ойнап күлем мен, тамағым тойғаш, ойнап күлем мен, икмәк қадерін, икмәк қадерін, икмәк қадерін, бик нык беләм мин, икмәк қадерін, икмәк қадерін, икмәк қадерін, бик нык беләм мин. Эта песня о хлебе. Мы здесь воспитываем не только татарскую культуру, но и уважительное отношение к хлебу. А следующая песня понравится самым маленьким ребятам. Называется она «Моя кукла». По-татарски будет «Куршагам». Мелодию написала Фарида Каримуллина, а слова Резида Валиева. Куршағыма не болған, көзлеріне еш толған, көрші менің нәнием, бишігімнен йығылған, көрші менің нәнием, бишігімнен йығылған. Куршағымны алдым мен, құшағыма салдым мен, дәва еттім, иметтім, әдегенше тірілттім, дәва еттім, иметтім, әдегенше тірілттім. Yılma indi nəniyim, minəm matur bəbiyim, yılma yulan sağınğan, sinən nəni əniyim, yılma yulan sağınğan, sinən nəni əniyim. В этой песне нет мелизмов, нет распевок, которые для маленьких детей пока еще сложны, поэтому самые маленькие детки могут ее уже исполнять.
И последняя песня, которую я вам сегодня предложу, называется «Кыш-бабай», Дед Мороз. Она короткая и очень легкая. Послушайте сначала мелодию. Кажется, как будто Дедушка Мороз идет. В этой песне всего 2 куплета. Эй, кыш-бабай, безгә якын дус бабай, көтеп алдык без сине, күңелләргә хуш бабай. Ак туныңны кигәнсең, безне котлап килгәнсең, сине көтеп торганны әллә кайдан белгәнсең. Давайте вместе ее споем. Эй, кыш бабай, безгә якын кыш бабай, көтеп алдык без сине, күңелләргә хуш бабай. Ак туныңны кигәнсең, безне котлап килгәнсең, сине көтеп торганны әллә кайда белгәнсең. А с остальными песенками вы можете познакомиться в нашем сборнике. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!